У каждого населенного пункта есть своя история, и каждое село по-своему неповторимо. В верховьях Вычегды есть самобытное старинное село Кирчомье, и живут здесь особенные люди – киржаки. Про жителей Вочи говорят, что они всегда с ножом и топором ходят, но они очень хорошие, гостеприимные люди. То же самое я слышала и о кирчомских, но и они тоже исключительно добродушные. А вот откуда название киржаки взялось, понятия не имею. Киржаки значит староверы. Приверженцы старой дониконовской веры в основном живут на Печоре, Цильме, Удорском районе, а вот на Вычегде обосновались только здесь. У старообрядцев не всегда была церковь. Обряды совершали дома и читали долгие молитвы на панихидах. На яслен зев, но юзке зев же сижу что они то не кучимые, но что егад ащинс тачты паньсе он считны коды локты. Свою кружку и ложку староверы чужим не давали. Характер у них скрытный, они трудолюбивые и не любят попусту разговаривать. В советское время приверженцы старой веры тайком собирались у кого-то дома и учили молитвы. Сейчас староверов среди сельчан почти не осталось. Красивая каменная православная церковь Иоанна Предтечи в Кирчомье тоже имеется. Сейчас, после почти векового забвения, ее восстанавливают и проводят службы. Первые поселенцы облюбовали эти места почти 400 лет назад. Они были охотниками. От срубленной бревенчатой избушки, в переводе «керчом», возможно, образовалось название этой местности. Огромный кедр на холме Турья, возле которого заселились первые жители, стоял до недавнего времени и напоминал сельчанам о том месте, откуда пошла Кирчомья. После жители спустились ближе к берегу Вычегды, но каждая семья заселилась на значительном расстоянии друг от друга. От первых жителей тех починков пошли названия деревень Кирчомье. Идем с деревни Кыптытпом и даже присели отдохнуть, ведь Кирчомья не маленькая, 8 километров в длину. После Кыфтыда идут Ерещикт, Якщикт, Рочщикт, Тельман, Олешщикт, Лютойщикт, Вичкощикт, Катытпом. У каждой деревеньки была своя бригада со звучным названием: «Правда», «Светлая жизнь», «Калинин», «Урожай», «Звезда», «Коминтерн». Среди прочих деревень два местечка следует отметить отдельно. Местечко Шошка – самое высокое место в Кирчомье. Здесь селилась местная интеллигенция, и возникла она в 70-х годах 20 века. Название местности придумал бывший председатель совхоза, который сам был из Шошки, Сыктывдинского района. Есть в Кирчомье загадочное место – Вылок. Как отмечают старые люди, испокон веков это место было пустое. Люди строили здесь свои дома, но счастливую и долгую жизнь здесь никто построить не мог. Семья по каким-то причинам покидала это место. До сих пор в Вылоке стоят заброшенные дома. Река Вычегда находится в 3 километрах от Кирчомья, а ведь когда-то она протекала совсем рядышком. Давным-давно, сейчас даже старожилы не помнят когда, река после весеннего разлива не вернулась в прежнее русло, но в память о себе оставила старицу, называемую Вад. Люди здесь купаются, рыбачат и раз в 2 года проводят лодочные гуляния, известный праздник Быжагаш. На это веселье в июльский день люди приходят со всей округи.
Выходцы села приезжают с других городов и районов. И кажется, что так было всегда. Но на самом деле празднику всего 20 лет. А придумали его два Василия – Ладыгин и Гущин. Вы помните, там Егорка Чисталев, ленинградский кинооператор, я сказал, снимайте кино. Когда-то в 70-е годы Прометей Чисталев совместно с ленинградскими кинодокументалистами решили снять фильм на этом озере. А потом я вспомнил про тот случай и решил написать сценарий. Праздник в народе прижился. Известного композитора Прометея Чисталева снять такой фильм на центральном телевидении воодушевили местные гармонисты. Ведь слава о них уходила далеко за пределы Кирчомья. Раньше звуки гармонии лились из каждого дома. Специально для них композитор написал отдельное произведение – «Кирчомскую польку». А Кирчомская полька, а я миг оттягиваюсь. Прометей Чисталевый. Редкие люди теперь искусно владеют этим музыкальным инструментом. А ведь каких-то 3 десятка лет назад гармонистам было тесно на сцене Дома культуры. Увы, гармонисты в селе перевелись. Даже на Великую Отечественную войну всех провожали под звуки гармошек. На войну с Кирчомья отправились более 700 человек. Вернулись на родину только половина из них. В старину Кирчомью называли второй Украиной. И людей, и хлеба здесь было много. В XIX веке количество жителей приближалось к 5000. Цифра для коми-селений невероятная. О небывалом хлебном достатке говорили все, кто бывал в Кирчомье. Почему-то местные пашни давали небывалые урожаи, поэтому вокруг деревень было много мельниц. Село было центром всевозможных ремесел и славилось своими мастерами. Здесь хорошо мастерили лодки, санки, делали всевозможную мебель, посуду, валяли валенки. Большинство сельчан имели большие семьи, много скотины, зажиточных крестьянских хозяйств было сотни. Годы коллективизации и репрессий разрушили, раскулачили, расстреляли самые работящие семьи. Многие навсегда бежали в Сибирь. В Очегодском селе родились два героя гражданской войны – Александр Гичев и Дарья Качанова. Дарья Качанова вернулась в родную Кирчомью с революционными идеями из Петрограда, куда ездила на заработки. Скромную девушку было не узнать. Она отстригла свои роскошные косы, носила жилет и курила. Гичев и Качанова всеми правдами и неправдами пытались внедрить советскую власть в размеренную жизнь старинного села. Насилие порождает ответное насилие. Гичева убили свои же односельчане, а Качанову расстреляли белогвардейцы. Бедность и богатство села отразилось и в архитектуре Кирчомья. В основном встречаются традиционный коми-тип постройки. Дом с хозяйственной частью и хлевом под одной крышей. Богатые трехэтажные хоромы и маленькие домишки с крошечными окошечками тянутся вдоль дороги на все 8 километров. Сильно подкосили село реформы 90-х, когда не стало никакого производства. Люди сотнями стали уезжать из села. Кирчемясы извели в один кукушкас. Если важнее шулмаш, кукушкас локтас кишиктад, значит, то мы создал. В селе в 90-х годах поселилась кукушка. В старину говорили, что это недобрый знак. И правда, наступили для села нехорошие времена. На это время пришелся пик смертей в Кирчомье. Ни коллективизация, ни репрессии 30-х, ни война и пьянство, безработица 90-х не сломили дух и нравы старинного села. И сейчас, как будто после долгой спячки, Кирчомья возрождается.
не перевелись и мастера. Люди строят дома, растят детей, хотят жить и трудиться на родине предков. И когда-нибудь, возможно, возродить былую славу и богатство Вычегодского села.